Здравствуйте! Камыстинская районная библиотека представляет видеоролик Амангельды Иманов «Защитник народной свободы». Амангельды Иманов – народный батыр, организатор национально-освободительного восстания казахского народа 1916 года против царизма и активный участник установления советской власти в Казахстане. Родился 3 апреля 1873 года на территории современного Амангельдийского района Кустанайской области в бедной семье. Вырос сиротой, батрачил, видел бедственное положение народа. Под влиянием освободительных идей Первой русской революции 1905-1907 годов он участвует в вооруженной борьбе бедноты против баев. Установив тесную связь с группой большевиков, Иманов прославился на всю Тургайскую степь как организатор национально-освободительной борьбы крестьянских масс. За участие в вооруженной борьбе крестьян против баев сидел в тюрьме. В октябре 1917 январе 1918 Амангельды активно участвовал в установлении советской власти в Тургае и Тургайской области. Был военным комиссаром Тургайского уезда. Вступил в ряды членов РКПБ под влиянием Алиби Джангильдина. Участвовал в работе областного съезда Советов. Оренбург, 1918 год. В июле 1918 года во главе группы советских работников проводил выборы аульных и волостных советов. Участник первого съезда Тургайского совета 21 марта по 2 апреля 1918 года в Оренбурге. Военный комиссар Тургайского уезда. После ликвидации советской власти в Тургае 20 апреля 1919 года был арестован, стал жертвой междоусобной борьбы. Иманов похоронен на Алаколе. В 1940 году перезахоронен в районном центре. На могиле установлен памятник. Жизнь и борьба Амангельды отражена в произведениях поэтов и писателей, художников, композиторов, кинорежиссеров. Жамбул Жабаев, Омар Шипин и другие акыны посвятили Амангельды свои стихотворения и поэмы. Писатель Мусрепов создал художественный образ народного батыра в пьесе Амангельды. Народные художники Костеев, портреты Амангельды, картины «Наступление Амангельды», «Торгайский поход» и Тельжанов Амангельды создали образ батыра в изобразительном искусстве. Спасибо за внимание.